Я думаю, что вопрос не в санкциях, а вопрос более стратегический. Если посмотреть на тактическое состояние, так сказать, вопроса, то у России достаточно сильная позиция. Украина для России гораздо более важна, чем чем для Евросоюза и для Америки. И, естественно, у них уже в Крыму действительно, так сказать, население будет голосовать за то, чтобы присоединиться к России, это уже совершенно очевидно. И, так сказать, естественно, русская армия гораздо больше украинской армии. Стратегически выглядит совершенно все по-другому. Потому что Россия экспортирует 30% своего валового продукта. 15% из него идет в Европу. В основном это природный газ и также нефть. Если Европа подумает, что Россия ненадежный партнер, а для, так сказать, долгосрочных контрактов надежность – это самый важный параметр, то они начнут разговаривать с Америкой, у которых большой сурплас, так сказать, природного газа, и он очень дешевый, про то, что, так сказать, строить терминалы и привозить его на биржах из Америки, на танкерах. И хотя это занимает много миллиардов вложения и примерно займет 4-5 лет, так сказать, вопрос в этом отношении начнет решаться. Потому что, честно говоря, Европейский Союз России гораздо больше нужен, чем Россия нужна Европейскому Союзу. Поэтому, если этот конфликт будет продолжаться, то даже если особых санкций не будет, то так сказать, долгосрочный вред экономики России будет очень-очень сильным. Потому что все, что Россия делает, нужны большие капитальные вложения, либо это разработка нефти в Сибири или за полярным кругом, либо это, так сказать, трубопровод, чтобы поставлять газ в Европу или в другие части страны. Все это для этого нужна стабильная политика, стабильное правительство. И если другие страны думают, что в России ситуация нестабильная, то они, так сказать, просто не хотят не участвовать в этих проектах. Поэтому по-прежнему я считаю, что, так сказать, более разумные люди в конце концов договорятся, и этот вопрос будет решен, найдут какой-то компромисс, потому что этот конфликт не в интересах России, не в интересах Америки и не в интересах Евросоюза. И стратегически Россия больше всего потеряет, если этот конфликт будет продолжаться.